15 ноября на сцене театра драмы премьера спектакля «Петерим Сорокин». Это вербатим в двух действиях по пьесе Игоря Бобракова и Николая Зюзева. В течение многих лет имя американского социолога было запрещено в России. Да и сегодня об уроженце территории современной коми знают больше за рубежом, нежели на родине. Документальный спектакль рассказывает о личности великого ученого, его вклада в науку и развитие страны и мира в целом. Ставить же спектакль о биографии человека, да, мы не случайно назвали вербатим в двух действиях, да, то есть такое документальное, скажем, повествование, да, представление. Это, конечно, достаточно трудная задача, потому что, помните все, да, была такая замечательная серия «Библиотечная жизнь замечательных людей». Ну и сейчас есть. Вот, ее возродили, да, она одно время подупала, потом возродили. Вот, когда ты хочешь прочитать о ком-то, тебя в детстве, в юности интересует какой-то человек, будто там маршал Жуков, там, не знаю, сказать, тот же Пикассо, к примеру, да, ты идешь, берешь книгу в библиотеке, когда хочешь, и вот ты читаешь его биографию, да. Ну, а есть, скажем, чистая драматургия, там, Антон Павлович Чехов, «Три сестры». Вот. Естественно, что, сказать, это спектакль не носит свою цель некую коммерческую, безусловно, да, потому что, сказать, это другой совершенно жанр и другой материал. Спектакль посвящен 130-летию выдающегося ученого. На его постановку выигран грант главы республики. Действие проходит в начале 20 века в дореволюционной России. Все разворачивается в период расцвета политических движений. В пьесе появится и философ Калистрат Жаков, и известный архитектор Александр Холопов. Нас ожидает очередная премьера в нашем театре. И я думаю, что она в какой-то мере и особенная, потому что впервые в каком-то таком документально-художественном ключе мы попытались вернуться к Петериму Сорокину. Почему я говорю «вернуться»? Потому что спектакль, посвященный ему, был уже поставлен в 90-х годах с названием «Петерим». Но, тем не менее, это было первое открытие, первая встреча, а сегодня я надеюсь, что мы уже как-то можем осмыслить его и как человека, и как ученого, и как представителя 20 века. Итак, премьера состоится уже в эту пятницу, 15 ноября.